Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. Сегодня я с вами погадаю на своей новой колоде «Нежные крошки». Такая колода очень красивая, интересная. На одну замечательную тему, куда двигаться дальше сейчас в жизни. То есть вот у нас будет опять однопозиционный расклад. И мы продолжаем просто с вами цикл видео на одну позицию, потому что что-то мы немножко притормозили. Очень много было в последнее время всяких дел неотложных. И вот смотрите, как определить, насколько это ваш расклад, потому что многие не доверяют одной позиции. Я вам приготовила две цифры, 18 и 22. Вот выберите ту цифру, которую выбрала я, если вы сомневаетесь, насколько это ваш расклад. Если вы выберете правильную цифру, расклад ваш. Если вы выберете неправильную цифру, расклад все равно может быть вашим. То есть вы выбираете цифры только в том случае, если вдруг вы не любите однопозиционные расклады, а посмотреть хотите. Хотите посмотреть, да? Поэтому вот вам, значит, полминутки внимания. 18 или 22 я здесь загадала. И надеюсь, что все сделали свой выбор. Я загадала число 18. Вот если вы тоже его отгадали, значит все, значит точно ваш расклад. Ну, а если вы не отгадали, да, это все равно может быть ваш расклад. Вполне ничего страшного в этом нет. Так, хорошо, коробочку убираю. Все вам показала. И давайте перемешаем нашу колоду. Второе, это очень красивая, да, вот эта прям колода очень красивая такая. Мне нравится она вот, ну, прям такая яркая. Прям такая замечательная колода, на самом деле. Прям мечтала о ней, она из США приехала. Из США я ее заказывала. Так, хорошо, давайте сначала посмотрим напутствие высших сил на расклад. 3 раза сдвигаем. И смотрим, что там высшие силы на дне колоды нам послали. 9 мечей. Ну, высшие силы сейчас вас пытаются утешить, мол, вы в каком-то таком немножко депрессивном состоянии находитесь, или у вас есть какая-то проблема, за которую вы себя, может быть, обвиняете, за прошлое за что-то обвиняете. Иногда карта показывает действительно кошмары, страхи по ночам особенно. Иногда просто показывает, что человек боится чего-то, или что-то натворил, или сделал, вот как ему кажется, что-то плохое, может быть, как самообвинение. Но высшие силы говорят, что вы не виноваты, что это провидение, что это судьба, что так нужно было для опыта. И скоро все наладится. Вот они прям вас хотят утешить, что скоро все наладится. Если вы о чем-то переживаете, знайте, что скоро все наладится, проблема решится. Высшие силы на вашей стороне в этой проблеме. Куда сейчас в жизни двигаться дальше? То есть мы сейчас сначала обзор такой сделаем, да? Кто вы у нас? Значит, вы башня. А это значит, что у вас в жизни идет какое-то, событие негативное, может быть, или переворот жизненный, что-то меняется сейчас. Но вы уже знаете об этом, то есть это не какое-то событие будущего, это то, что у вас сейчас происходит, что вы в каком-то, возможно, находитесь в кризисном состоянии, и что-то, опять же, как карта говорит, произошло, о чем-то вы переживаете. Может быть, как гром среди ясного неба, или новость какая-то, или переживаете о внешней ситуации, то есть не обязательно о том, что у вас внутри. Возможно, вышел с кем-то конфликт, ссора, или вы новости насмотрелись, там тоже, да, какие-то моменты такие негативные, страх. Вот. Карта может показывать недавний развод, недавнее увольнение с работы. Что-то, вот говорю, даже бывает показывает недавнюю продажу квартиры или дома. Тоже такое вот. Поэтому какое-то вот такое переходное кризисное состояние, рушатся те границы, которые вы выставляли раньше в своей жизни и строили для себя какие-то правила. Вот они все рушатся сейчас. Хорошо, давайте посмотрим с вами, что у вас на сердце. Что на сердце сейчас у вас. Так,
Колесо фортуны. Вы отчаянно хотите поменять свою жизнь, и она у вас сейчас как раз и меняется. Карта колесо фортуны показывает, что эти перемены невозможно предотвратить, и на самом деле вы знаете об этих переменах, вы живете в этих переменах. Карта показывает часто даже переезды. Она показывает просто, что в жизни не бывает все одинаково. Она все равно состоит из каких-то различных событий, которые меняют тебя, меняют твое окружающее пространство. И колесо фортуны на самом деле карта везения. То есть вы можете положиться на судьбу, на Вселенную, и вам все равно повезет. То есть как-то вы выплывете, да, из любых проблем. Под сердцем у вас карта королева кубков. Такая красивая королева кубков. Она показывает, что вы на самом деле человек очень нежный, приятный, и все берете близко к сердцу. Но у вас есть очень хорошие экстрасенсорные способности и эмпатия. Вы можете ощущать от других людей как позитив, так и негатив, так и их страдания. У вас есть, возможно, даже какие-то вот именно колдовские способности, ведьмовские способности. Королева кубков, мол, женщину держу под сердцем, тоже такое бывает, да, и какие-то идут сейчас с этой женщиной жизненные вопросы, переживания о женщине могут быть, о девушке могут быть переживания. Королева кубков – это карта женственности, это карта любви. Может быть, вы кого-то любите, но на самом деле эта карта очень светлая. И у вас свет под сердцем, то есть вы человек в подсознании, вот где-то внутри, в глубине души очень хороший и светлый. Так, о чем вы часто думаете? О чем вы часто думаете? Это Луна, что что-то произошло, вы не понимаете, что происходит. Вот, да? Как бы вам нужна ясность какой-то ситуации, а пока вы в ней заблудились и запутались. Вот поэтому вы, скорее всего, и задаетесь вопросом, а куда вам в жизни двигаться дальше? Потому что вот Луна-то, она и показывает, что вы как-то запутались, да, что что-то непонятное происходит, что-то мистическое может быть, или вы не можете в чем-то как разобраться, чувствуете чью-то, может быть, ложь, подвох какой-то, или не понимаете себя, почему вас тянет в какую-то определенную сторону, что случилось, вот. Луна – это как подозрение, так и выход подсознания наружу, то есть все страхи, все наши переживания по Луне, они всегда вот вываливаются из нас. А мы не понимаем даже почему. Вот мы даже не понимаем, почему. Вот вы сейчас как-то в такой ситуации мистической находитесь, да, и не понимаете почему. Давайте посмотрим, о чем вы сожалеете в жизни, о двойке кубков, что вы кого-то любите или любили. Очень жалеете об этом, о каких-то своих, возможно, прошлых любовных отношениях. На самом деле двойка кубков четко показывает, что вас любили в ответ. Жалеть не надо, потому что вас любили в ответ. Вы думаете сейчас, что вас не любили, может быть, вот по Луне сомневаетесь, да, в этом. Но на самом деле этот союз был взаимный. Вот любой союз, вы о нем жалеете, но он был взаимный на самом деле. Иначе бы дьявол какой-нибудь выпал. Ну, поймите это, что вы зря так, ну, как бы думаете-то, да, вот жалеете-то. Невозможно жалеть о любви, нельзя жалеть о любви. Что было в прошлом? Значит, 4 жезлов, колесница и влюбленные. Вот видите, опять, да, человек свой родной дом покидает и идет навстречу своим отношениям, своей любви. Ну, вот было такое, было, скорее всего, в прошлом. И, соответственно, у вас была большая любовь, вот такие вот прям взаимные отношения, чувства. И опять карта показывает взаимные отношения. Вы человеку были по сердцу, вы как две половинки были. Человек вас очень любил, как вы его. Что в будущем? Опять это 9 мечей. Вот вы стресс испытываете, большое разочарование, переживание. Как будто бы кто-то прям с порчей там на вас, да, там с обидой кто-то идет на вас. Но потом идет исцеление этого сердечной обиды. И все пройдет. Вот смерть, она же все убирает. Все пройдет. Карта смерти говорит, все пройдет. Все пройдет, жизнь совершенно изменится. А потом будет рыцарь кубков. Вы с кем-то будете общаться. Человек, который тоже будет вас любить.
И встанет вопрос ребром об отъезде. Вот куда вам сейчас лучше направить свое внимание? Давайте посмотрим, куда вам дальше в жизни. Да? Значит, отшельник, 8 мечей, значит, император и туз жезлов. Вот как будто бы, знаете, как вот идет ситуация закрытия. Сначала закрытие, а потом общение с мужчиной. Мужчина этот лидер по натуре и может быть даже знак огня. Но это не факт. Главное, что лидер по натуре. Но сначала вот вам надо от всех закрыться, вот это ваше направление, да, от всех закрыться и правда вот подумать как-то, осознать себя вот внутри, все проанализировать, потом пообщаться с каким-то мужчиной, у которого есть лидерские качества, и с ним большой интерес идет, направить на него внимание, вот как бы карты говорят. Дальше, значит, королева жезлов, туз кубков, король мечей и 5 мечей. Идет союз, но конфликтный. Не между людьми конфликт. Идет союз в вашей жизни, но не между вами конфликт, а из-за этого союза будет конфликт. Вот этот союз надо отвоевать у других людей, потому что люди эти мешать будут этому союзу. Значит, 6 пентаклей, 2 пентаклей, паж пентаклей, 5 жезлов. За свое благосостояние поборитесь в будущем, потому что у вас возможны сильные прорывы в плане финансов, но с помощью вашей работоспособности, если вы перед кем-то, как работодателем, да, зарекомендуете себя, откликнетесь на какое-то предложение, поконкурируете, у вас будут очень хорошие доходы. Очень хорошие, но вам придется вот над этим поработать, у кого-то даже помощи попросить. Но вам помогут, на самом деле помогут. Вот смотрите, вот в жизни что-то поменяется в лучшую сторону в скором времени. И направление нужно выбрать такое, что сначала побыть в одиночестве и все обдумать, а потом пообщаться с каким-то мужчиной. Вот обязательно вот советам карт следуйте. И все будет иначе в жизни. Ну вот такой ответ сегодня дали карты. Всем спасибо за внимание, пишите свои отзывы. Всем пока и до новых встреч.